Первый раз, когда мы пришли на беседу с директором, у нас была дорожная карта, которая подписана нашим министром образования Гончаровой, о том, что данная дорожная карта дана специально для образовательных организаций по созданию условий для реализации прав на свободный и добровольный выбор языка обучения. В этой дорожной карте есть образец заявления. Мы именно вот такие образцы заявления принесли ей. На что директор посмеялась, сказала, что та служба, которая вам предоставила безграмотное, говорит, заявление, такое не должно быть. Мы имеем право открыть этот класс, но этот директор любыми путями нам противодействует. Столкнулись с проблемами, столкнулись с непониманиями, несотрудничеством в лице директора школы. Было проведено 2 собрания в феврале и в июне, где директор школы не присутствовала. Я сам желаю, чтобы мой ребенок учился на своем родном языке. Интересовались, кто-нибудь заставляет или мы сами пишем. Мы пришли сейчас в школу, мы хотели встретиться с директором 2 часа дня, ее нет на работе. И вот в феврале, в июне было собрание, ни на одном собрании она не присутствовала. И сейчас тоже вот она избегает встречи с родителями. Мы готовы по любым инстанциям добиваться своих прав, готовы и заявить в прокуратуру, мы готовы и по национальным вопросам обращаться, но готовы, если люди пойдут нам навстречу, также и сотрудничать с этой же школой, чтобы все было мирно, по-доброму. Мы крымские татары, мы имеем право на это. Наши дети в садике учились на крымско-татарском языке, так крымско-татарская группа была в садике. Одной из государственных языков крымский татарский язык. И хотим, чтобы наши дети просто продолжали учиться на национальном классе.